До сих пор после Майдана там много что надо поменять, чтобы стать настоящей европейской страной. Но то ужасное состояние, в которое мы попали, находясь в Крыму, даже трудно сравнить с брежневским периодом, который я в молодости застал. Уже отошло поближе к сталинскому периоду, и на чем это как остановится, я предсказывать не буду, но я могу сказать, что национальное движение крымско-татарского народа с этим не смирится. Мы будем бороться против этого фашистского режима, который сейчас руководит в России. Нельзя сказать, что это именно в Крыму происходит. Это происходит во всей России, причем за последние несколько лет это такой возрастающий характер вот этого невероятного и фашизма, и вот этого тоталитаризма, который путинская клика устроила на всю Россию. И мы вот под этот каток попадаем. Нам кажется, что нам достается больше, чем другим. Здесь ежедневно проходят аресты, обыски, террор, вот этот, запугивание. Я думаю, сейчас, кто руководит Крымом, имеют давние счеты с национальным движением крымских татар, и в какой-то степени они корректируют вот эту карательную силу против этнических крымских татар. Это одно. И, наверное, крымских татар жизнь так сложилась у крымско-татарского народа, у нашего национального движения, что мы являемся приверженцами демократического направления развития общества. И в какой-то степени, может быть, опережаем, если другие этнические группы, находящиеся в Крыму, в частности, или во всей России, если мы в этом направлении опережаем, нам больше достается вот этих репрессий. Национальное движение крымско-татарского народа со своего возрождения придерживается только ненасильственных, мирных и демократических методов ведения борьбы за свои права. В 2014 году, 26 февраля, нам удалось отстоять целостность государства Украина, проведя митинг у стен Верховной Рады Крыма. Мы собрали тысячи человек, может быть, даже 10 тысяч. Считать это было трудно. Я знаю, что при необходимости мы могли бы собрать 100 тысяч человек и даже больше. Мы могли устроить бессрочный митинг там, где надо, в Верховной Раде или перед Советом министров Крыма. Но против своры вооруженных негодяев у нас не было никаких шансов, потому что у нас нет механизмов противодействия грубой силе. Я считаю, что корень зла находится в несовершенстве международных организаций, призванных для того, чтобы человечество шло к общим принятым ценностям. Я считаю, что надо это исправлять. Мой старший брат Ильми, естественно, воспитывался со мной в одних условиях, и приблизительно одинаковое мировоззрение нам привили родители и окружающие нас люди. Наши мировоззрения ничем не отличаются. Я тоже считаю, что Крым – это территория Украины, что Россия – это фашистские захватчики, которые аннексировали нашу родину. И то, что сейчас против Ильми творятся, эти репрессии, против него возбудили уголовное дело, я надеюсь, что все это закончится нашей победой, все будет хорошо.